Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Федеральная антимонопольная служба России подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказания для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают лишение свободы на 6 лет в случае наличия отягчающих обстоятельств владения человеком более 50% голосов в компании. А 5 лет тюрьмы грозит выполнявшим указания руководства. Также ведомство предлагает внести поправки в закон о защите конкуренции и об оперативно-розыскной деятельности, которые позволят регулятору изымать документы во время выездных поездок и получать информацию об оперативно-розыскных мероприятиях. В управлении Федеральной антимонопольной службы по борьбе с картелями уточнили, что законопроект будет внесен в правительство в ближайшее время. Однако текст документа еще не утвержден. Отмечается, что большая часть картельных соглашений, это 85%, возникает при торгах на электронных площадках в сфере строительства, фармацевтики и сфере питания. Почти 2 миллиона россиян могут подать иск о банкротстве, но не делают это. Такие данные приводятся в исследовании Национального бюро кредитных историй. У этих людей долг превышает 250 тысяч рублей и имеется существенная просрочка. Почти все средства уходят на ее оплату. Отмечается, что такая ситуация мешает оздоровлению экономики и способствует увеличению общей долговой нагрузки. По данным на 1 января 2018 года в стране было 1,7 миллиона должников. А к началу 2019 года их число выросло до 1,9, то есть рост составил 18% за год. Как отмечено в исследовании, долги по кредитам с просрочкой более 90 дней обычно не возвращают. Если долг превышает 250 тысяч рублей, банкротство становится выгодным для должника. По словам экспертов, людям мешают заявить о банкротстве низкая правовая грамотность. Многие просто не знают, что существует легальный способ избавления от долгов и высокая стоимость процедуры банкротства. Россиянам стали чаще отказывать в получении пенсии. В 2018 году Пенсионный фонд России назначил 2,4 миллиона пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. При этом было вынесено 170,5 тысяч решений об отказе в назначении пенсии. Это 6,5% в общем количестве решений. В Пенсионном фонде поясняют, что основной причиной отказа в назначении страховой пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения. До 2019 года установленный возраст выхода на пенсию для мужчин составлял 60 лет, а для женщин 55. В последующие годы он будет поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 65 лет и 60 лет соответственно. Выйти на заслуженный отдых до достижения пенсионного возраста в России имеют право люди, работавшие на Крайнем Севере, медики, педагоги, многодетные матери, работники искусства и культуры, граждане, которым пенсия назначена раньше по состоянию здоровья, а также пострадавшие от техногенных или радиационных катастроф, и те, кто работал на вредном производстве. При этом государство оставляет за собой право отказать в оформлении досрочной пенсии, если возраст, трудовой стаж или иные показатели не отвечают необходимым требованиям. Только 54 миллиона россиян подают данные о страховых взносах и стаже в Пенсионный фонд России. По предварительным данным Росстата на 2019 год численность трудоспособного населения в России составляет 81,3 миллиона граждан. Официально зарегистрированных безработных в России около 800 тысяч человек. Еще 2,4 миллиона российских граждан – это неработающие инвалиды, согласно данным Минтруда. Оставшиеся 24 миллиона россиян в трудоспособном возрасте либо не работают, либо получают зарплату в конверте. По мнению экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 триллионов рублей. Как отмечают в Пенсионном фонде России, ежегодно бюджет недополучает 5,6 триллиона рублей подоходного налога и страховых взносов, что составляет треть доходной части федерального бюджета страны. 21 мая состоялось подписание дорожной карты реализации совместных мероприятий к соглашению о сотрудничестве между правительством Республики Саха-Якутия и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» на 2019-2020 годы. В нашей дорожной карте предусмотрены не только мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности и развитию конкуренции в регионе, но и по популяризации предпринимательской деятельности, бизнес-менторству,
бизнес-образованию и другим спектрам бизнес-среды. Очевидно, что растущий деловой интерес предпринимателей требует последовательного устранения барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства республики, отметил Кирилл Бычков. При этом зампред подчеркнул, что в создании благоприятных условий для малых и средних компаний должны участвовать не только органы власти, но и само предпринимательское сообщество. В завершении своего выступления Кирилл Бычков поздравил предпринимателей Якутии с наступающим днем российского предпринимательства и пожелал успешного и удачного бизнеса. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.